дифференциальные игры. Играем мы в математике. Вот же она, чистая математика. Те самые скучные, страшные формулки, вот они. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Здравствуйте, меня зовут Банников Александр Сергеевич, я математик. С самого детства ходил в школу, что-то нравилось, что-то не нравилось. Но математика нравилась больше. Более того, благодаря математике я занимал всякие призовые места по химии, по физике и смежным, естественно, научным дисциплинам. Поэтому математика мой фаворит. Закончил школу, пошел в университет, отучился, пошел в аспирантуру, защитился, стал кандидатом наук и продолжаю свою деятельность. Сейчас большая часть моей времени занимает преподавание, подготовка к парам, проверка работ, ну и какие-то научные изыскания, дифференциальные игры. Играем мы в математике. Ну вот, бежит волк по лесу, хочет найти зайца. Только у математиков эти волки и зайцы, они математические, они бегают не абы как, а по определенным законам, которые называются и описываются дифференциальными уравнениями. Мы берем готовые уравнения и думаем, что можно с их помощью сделать хорошего или нехорошего в ту или иную сторону. Ну, суть такая, что разные уравнения будут похожи. Вот есть платье. Оно может быть синим, красным, зеленым, но оно останется платьем. То же самое с дифференциальным уравнением. У него есть какие-то параметры, и мы можем решать не одно уравнение, а целое множество уравнений с разными параметрами. Вел дочку в садик, например. Это было большое приключение, потому что идти долго, надо было разговаривать о мире. Если же говорить про науку, то она безгранична, есть много-много всего интересного. Прямо сейчас вот мы заканчиваем работу над статьей, в процессе решения возникает новый вопрос, который мы собираемся решать и ставить заново. Нет, обычно получается наоборот. Идешь, пытаешься что-то объяснить и понимаешь, что вот же она, чистая математика, те самые скучные, страшные формулки, вот они. Ребенку это не объяснишь, а сам себе понимаешь, да, действительно, многие вещи математики берутся из жизни. Ну как, вот есть задача, вот ее можно решать 20 лет и не решить, а можно решить за 2 минуты. Пока не начнешь, не поймешь. Поэтому, наверное, желание, чтобы было, оставалось, чтобы было интересно, а вот это и есть мечта.